Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Как нам сообщили в пресс-службе главы государства, сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму эмиру государства Кувейт, шайху Навафу Ал-Ахмеду Ал-Джаберу Ас-Сабаху, в которой, в частности, говорится: «Ваше Величество, имею честь направить вам наши сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашего вступления на высокий пост эмира государства Кувейт. Желаю вам доброго здоровья и успехов в преуспевающем выполнении возложенной на вас ответственной миссии, а братскому народу государства Кувейт прочного мира и стабильности, новых уверенных шагов на пути достижения еще большего прогресса и процветания под вашим руководством. Пользуясь приятной возможностью, выражаю наше удовлетворение расширяющимся процессом развития и укрепления таджикско-кувейтских отношений, дружбы, братства и многогранного сотрудничества. Мы с оптимизмом смотрим на перспективу своих отношений с Кувейтом, нашим важным и надежным партнером в регионе. И в этом контексте выражаю свое искреннее стремление к координации и взаимодействию с вами в вопросах дальнейшего плодотворного продвижения указанного процесса, приносящего нашим народам добро и обилие. Прошу у Всевышнего его защиты и покровительства для всех нас. Примите, Ваше Величество, наши уверения в самом высоком к вам уважении. Мы продолжаем выпуск. Сегодня, 2 октября, на встрече министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина и чрезвычайного и полномочного посла Японии в Республике Таджикистан Такаюки Мияшиту были обсуждены вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений между Таджикистаном и Японией в самых различных сферах, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в борьбе с COVID-19. Было отмечено, что образование и развитие человеческих ресурсов являются одним из приоритетных направлений стратегии развития Таджикистана. Специалисты из Таджикистана участвуют в самых различных учебных курсах в Японии. При этом положительный вклад вносит проект стипендии по развитию человеческих ресурсов японской грантовой помощи посредством наращивания потенциала молодых специалистов в области международных отношений, права, экономики и управления. Также была отмечена деятельность Японского агентства международного сотрудничества, которое вносит значительный вклад в экономику и социальную сферу Таджикистана. По итогам встречи состоялась церемония подписания обменных нот о взаимопонимании между правительством Республики Таджикистан и правительством Японии о проекте стипендий по развитию человеческих ресурсов японской грантовой помощи. 11 октября 2020 года в стране пройдут выборы президента Республики Таджикистан. Избирательные принципы, в том числе выборы президента Республики Таджикистан, закреплены в Конституции Республики Таджикистан в статье 65 и в Конституционном законе Республики Таджикистан о выборах президента Республики Таджикистан. Принципы выборов – это всеобщее избирательное право, непосредственное прямое голосование, равное участие, тайное голосование, свободные и добровольные выборы. Суть этого принципа заключается в том, что президент Республики Таджикистан непосредственно избирается гражданами Республики Таджикистан путем тайного голосования. Они идут к избирательным участкам по месту жительства и непосредственно отдают свои голоса. При этом каждый гражданин обладает правом одного голоса. Голосовать вместо других запрещается. Исходя из этого, в городах и районах страны ведется активная подготовка к организации и проведению избирательной кампании на высоком политическом уровне. На улицах городов и районов установлены пропагандистские лозунги, вывески и плакаты установлены в районных центрах, протокольных улицах, городских и сельских джамуатах, на рынках, в торговых и сервисных центрах, а также в местах массового скопления людей. Данные меры проводятся с целью увеличения явки избирателей. Ну и нужно отметить, что выборы – это важный
важный и ценный инструмент развития общества и страны. Поэтому все люди страны, активно участвуя в этой важной политической кампании, выполняют свой гражданский долг и вносят тем самым свой вклад в дальнейшее развитие нашей страны. В Таджикистане 1 октября начался осенний призыв на военную службу. Военные комиссариаты потянулись в стройные ряды молодых людей, которые осознают, что служба в вооруженных силах Таджикистана – это священная обязанность каждого гражданина страны. В первый же день осеннего призыва 530 юношей из 4 районов Душанбе пошли добровольцами на военную службу и показали свою готовность. В Таджикистане 1 октября начался осенний призыв на военную службу. Призывная кампания является важным политическим событием, и в первый же день осеннего призыва 530 человек из 4 районов Душанбе добровольно приняли решение вступить в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан. В целях организации кампании призывников на высоком уровне было организовано торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, Министерства обороны и других профильных структур. Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны и родители новобранцев. К моменту обретения страной независимости национальная армия была усилена, и всем частям вооруженных сил были созданы благоприятные условия для службы офицеров и солдат. Согласно Конституции Республики Таджикистан, служение Родине, охрана границ страны, укрепление государственной независимости, ее обороноспособность – долг каждого гражданина, а служба в вооруженных силах – это школа для юношей. Перед отправкой призывников в места постоянной службы по традиции прошел обряд нон-газон, во время которого каждый юноша откусывал от лепешки, а родители и ветераны произносили слова напутствия будущим воинам. В торжественной обстановке молодым людям, прошедшим обучение в Республиканском техническом училище, были выданы водительские права. В завершении прощального вечера были продемонстрированы военно-спортивные умения уже отслуживших юношей. 1 октября в Республике Таджикистан началась очередная перепись населения и жилищного фонда, которая продлится до 15 октября 2020 года. Перепись населения проводится с целью получить сведения о численном составе населения, о том, как оно размещается на территории страны, а также другие данные, необходимые для определения перспектив социально-экономического развития республики. В ходе переписи населения и жилищного фонда Республики Таджикистан 2020 года будут использованы самые современные технологии. Для проведения переписи около 28 тысяч человек задействованы в этой акции. С 1 по 15 октября 2020 года в Таджикистане проходит перепись населения и жилищного фонда. 27 700 специалистов, прошедших обучение, привлечены для проведения переписи. Также в ходе переписи населения и жилищного фонда Республики Таджикистан используются современные технологии. В кампании по переписи населения примут участие все граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Таджикистане при проведении переписи населения, граждане, временно покинувшие республику. Следует отметить, что в соответствии с законом Республики Таджикистан о переписи населения, принятым 19 мая 2009 года, эта кампания проводится в Республике Таджикистан один раз каждые 10 лет. Перепись населения и жилищного фонда проводилась в Республике Таджикистан в 2010 году, и согласно статистике, численность населения страны в этом году составила более 7 миллионов 564 тысяч человек. Для проведения переписи населения и жилищного фонда на необходимом уровне и в соответствии с международными требованиями эта кампания 2020 года будет проходить по 3 направлениям.
В этом году переписывают население 3 способами – при помощи интернет-опроса, планшетов и традиционным методом заполнения бумажного варианта анкет. Благодаря нововведениям процесс переписи населения стал более удобным и повысится качество собираемой информации. Первые 2 метода являются более удобными при обработке данных. Бумажный вариант более приемлем для отдаленных городов и районов с учетом того, что свыше 70% населения проживает в сельской местности. Отметим, что в эти дни работает круглосуточная горячая линия, и любой, кто допустил ошибку во время интернет-опроса, может легко позвонить по горячей линии 2 25 44 66 и исправить и дополнить информацию о семье. В 2020 году перепись населения и жилищного фонда будет проводиться в связи с преобладанием новейших технологий, что является современным требованием. Перепись позволяет оценить, как изменились численность, состав и условия жизни людей, всего народа и каждой категории населения за время, прошедшее с момента предыдущей переписи. Кроме того, информация о динамике таких перемен служит базой для перспективных расчетов численности населения и основных характеристик социально-экономической ситуации в стране на ближайшие годы. Перепись населения – это не только статистические данные, но и инструмент экономического и социального прогнозирования, а также история страны. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, Бубуали Тагойзуда. Новости. Выпуск к новостям в республике. Вода играет важную роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи воды, которая всегда оставалась источником жизни и благополучия. Человечество восхваляло и воспевало воду в качестве священного ресурса в течение тысяч лет. В настоящее время вследствие стремительного роста населения, экономического развития и других проблем, затрагивающих природные ресурсы, ценность воды многократно возрастает. На днях был сдан в эксплуатацию объект по проекту обеспечения питьевой водой населения кишлака Октепа Джамуата Кирова-Вахшского района. Долгое время жители этого населенного пункта не имели доступа к чистой питьевой воде. Они напрямую использовали воду из Вахшского магистрального канала, которая не отвечала санитарно-гигиеническим требованиям. По просьбе жителей кишлака при содействии общества с ограниченной ответственностью «Оби Хайот» и при финансовой поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Орала в Республике Таджикистан проект по обеспечению питьевой водой был успешно реализован. Согласно проекту были проведены водопроводные линии полиэтиленовыми трубами различного диаметра на расстоянии 3850 метров. Установлена емкость на 10 тонн. Электронасос для подъема и перекачивания воды, а также система для очистки воды. Кроме того, установлены уличные водопроводные колонки. Источником водоснабжения послужил Вахшский магистральный канал, который в свое время принес в долину воду и стал источником благополучия и процветания населения. Таким образом, 126 домохозяйств, 1200 человек получили доступ к чистой питьевой воде. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.